Церковь. Доброе утро всем, кто в Инстаграме, всем, кто в Зуме. Мы рады приветствовать вас. Слава Богу, что вы сегодня с нами здесь и сейчас. Давайте будем благословлять нашего Господа. Аминь. Будем петь Ему новую песнь хвалы, хоть она и старая. Благословлю Тебя, мой Бог, благословлю Тебя, мой Царь, благословлю Тебя, Иисус, благословлю. Благословлю Тебя, земле изобилия, Бог наполняющий, будь благословен. Благословлю Тебя, земле испытания, Бог защищающий, будь благословен. Благословлю Тебя в лучах света Твоего, Бог освещающий, будь благословен. Благословлю Тебя, когда я не вижу путь, Бог направляющий, будь благословен. За Твои благословения я воздам хвалу, и когда я в сокрушении, я Тебе скажу, благословляю имя Твое, мой Господь и Бог. Благословляю имя Твое, благословляю имя Твое. Лучше. Давайте будем еще славить нашего Господа. Благословлю Тебя в лучах света Твоего, Бог освещающий, будь благословен. Благословлю Тебя, когда я не вижу путь, Бог направляющий, будь благословен. За Твои благословения я воздам хвалу, и когда я в сокрушении, я Тебе скажу, благословляю имя Твое, мой Господь и Бог. Благословляю имя Твое, благословляю имя Твое, благословляю имя Твое, мой Господь и Бог. Благословляю имя Твое, благословляю имя Твое, благословляю имя Твое, мой Господь и Бог. Господь мой, о, мы славим Тебя, Иисус. Мы превозносим Твое имя сейчас, Господь, здесь, на этом месте мы славим, Господь. Мы будем прославлять Твое святое имя. Иисус, 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 аллилуйя. Будь прославлен мой Бог, будь превознесен, Иисус. Аллилуйя. Благословлю Тебя, о Иисус. Благословлю Тебя.
Бог. Аллилуйя, аллилуйя. Он достоин всей славы, аминь. Аллилуйя, Он достоин всей хвалы. Желание души в твоих руках. Тебе взамен отдаю я себя. Все для меня отдал. Желание души в твоих руках. Тебе взамен отдаю я себя. Как же забуду я, что ты один, лишь ты, кто спас меня. Тебе отдаю, Господь, себя. Жажда моя, и желание просто быть там, где ты, Бог, рядом навеки, сильнее, чем слова. Одно лишь желание просто быть с тобой, просто быть с тобой. Прошу я об одном, просто быть с тобой. Прошу я об одном, просто быть с тобой. Просто быть с тобой.
одного прошу, Господь, пребывать в Доме Твоем, Иисус. Прошу я об одном, просто быть с Тобой. Прошу я об одном, просто быть с Тобой. Мой Бог, прошу я об одном, просто быть с Тобой. Этим утром, Господь, я прихожу к Тебе, чтобы прославить Тебя, Господь, чтобы превозносить Твое святое имя выше всех имен. Аллилуйя. Будь прославлен, Иисус. Я живу лишь для Тебя, и мое сердце, Господь, оно принадлежит Тебе. Мое сердце стучит для Тебя, мое сердце бьется вместе с Тобой, мое сердце живет для Тебя. Живет для Тебя, мое сердце стучит для Тебя, мое сердце бьется вместе с Тобой, мое сердце живет для Тебя, Иисус, Иисус, живет для Тебя. Живет для Тебя, мой Бог, для Тебя. Ведь Ты, мой Бог, буду славить Тебя, мой Бог, буду славить Тебя, мой Бог. Для Тебя мое сердце бьется вместе с Тобой, мое сердце живет для Тебя, Иисус, Иисус, живет для Тебя, мое сердце стучит для Тебя, мое сердце бьется вместе с Тобой, мое сердце живет для Тебя, Иисус, Иисус, живет для Тебя, Иисус, Иисус, живет для Тебя, живет для Тебя, живет.
Бог. Буду славить Тебя, мой Бог. Иисус, буду славить Тебя. Иисус, Иисус, живем для Тебя, мой Бог. Буду славить Тебя, мой Бог. Буду славить Тебя, мой Бог. Я буду славить Тебя, Иисус, Иисус, живем для Тебя. 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 Живем для Тебя. О, мой Бог Иисус, живем для Тебя. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, мой Бог. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, Иисус. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, мой Господь. О, я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, мой Бог. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, Иисус. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, мой Господь. Скажи, я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, мой Бог. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, Иисус. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, мой Господь. Эй! Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, мой Бог. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, Иисус. Я дышу Тобой, я живу Тобой, я ищу Тебя, мой Господь. Сердце стучит для Тебя, мое сердце бьется вместе с Тобой, мое сердце живет для Тебя. Мое сердце стучит для Тебя, мое сердце бьется вместе с Тобой, мое сердце живет для Тебя, Иисус, Иисус, 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 живет для Тебя. Доброе утро, дорогие мои! Приветствую вас всех в это утро, чудесное, прекрасное утро. Знаете, и Бог, Он для нас приготовил что-то хорошее, чудесное. Это прежде всего вот хлеб жизни, да? Слово, пищу это приготовил для нас. И чтобы
наше сердце было открыто. Давайте мы помолимся, обратимся к Нему. Аллилуйя. Отец Небесный, Господь, мы просто молимся Тебе и просим, чтобы Ты дал нам духа премудрости и откровения сегодня, познанию Тебя, и просветил лучи сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоится надежда призвания Твоего, и как безмерно величие могущества Твоего в нас, Господь, под действию державной Твоей силы, которую Ты, воздействовав, посадил Иисуса Христа на небесах. Во имя Иисуса. Благодарим, что Ты дашь нам сегодня. Сердце будет открыто каждого человека, и каждый человек будет слышать то, что Ты будешь говорить сегодня этим Божьим людям, Божьим детям во имя Иисуса Христа. Все сказали аминь. Аминь, дорогие. Еще раз вас всех приветствую. Я вас всех не вижу, конечно, но некоторых вижу, чтобы поприветствовать вас каждого. И сегодня наша проповедь, она будет так, я так необычно пойду. Сегодня я хочу говорить о Нагорной проповеди, но необычно пойти. Не сначала, не с 5 главы, а пойти с 7 главы, и потом в 5, и потом в 6, и потом обратно вернемся в 7 главу. Хочу поделиться тем, что есть основание нашей христианской жизни. Это очень важно. Настолько архиважно знать свое основание. Если у нас нет основания, то мы просто, знаете, вот проводим жизнь безумную. И это Писание об этом говорит, будем читать. Просто понапрасну тратим это время, это бесценный этот дар Божий, который Бог нам дал. И мы сегодня начнем разбирать эту Нагорную проповедь. Эта Нагорная проповедь, вот если она начинается с 7 главы, и она начинается так с 5 главы по 7, но если мы сегодня начнем с 7 главы и назад пойдем, там в конце говорится притча о 2 строителях, 2 строителя. Один, который построил на камне дом свой, а второй он построил на песке. Знаете, в чем вот различие, вот как я сказал, в чем различие этих строителей? Один на камне, другой строит на песке. И знаете, перед тем, как начать, вот это как бы, вот эта притча, это как метафора нашей жизни. Вот, и мы можем увидеть сегодня ясно, четко, можем увидеть, на чем мы строим свою жизнь. Вообще полностью, во всех сферах жизни мы можем ясно, четко уяснить. Потому что вот эта метафора, эта притча, она рассказывает ясно, четко, на чем мы строим. И когда мы это можем заметить, интересно, почему-то так люди это замечают тогда, когда приходятся вот эти трудности, вот этот ураган, когда давит на нас, мы вдруг начинаем вспоминать про Бога. Даже неверующие люди, которые не поверили в Бога, они просто начинают взывать Богу, за что-то цепляться. И знаете, я вам хотел бы начать эту проповедь с одной притчи. Очень интересная, хорошая, поучительная притча. И мораль этой притчи мы просто увидим. И эта притча говорит о человеке, который устал от всей жизни своей. Он настолько устал, у него ничего не получается, все валится с рук. И он решил пойти к Богу. И он решил забраться на высокую гору, найти там, думает, я там посижу, помолюсь, обращусь к Богу. И когда он взбирался на эту гору, то он вдруг поскользнулся и стал лететь в пропасть. Но он ухватился за один кустик и повис между небом и пропастью. И он держался за этот кустик и говорил: Господи, здесь кто-нибудь есть? И он только слышал эхо: здесь кто-нибудь есть? Он опять спросил: здесь кто-нибудь есть? И он опять слышал это эхо:
здесь кто-нибудь есть? И вдруг он услышал, когда он 3-й раз обратился, здесь кто-нибудь есть? И вдруг он услышал тихий голос, я тут. Что тебе надо? Он говорит, кто ты? Он говорит, я Бог. Он говорит, ну если ты Бог, я как раз шел к тебе, как раз хотел обратиться к тебе, чтобы ты разрешил какие-то мои ситуации. Ты можешь меня спасти? Бог говорит, конечно могу. Он говорит, ну тогда спаси меня. И Бог ему говорит, отпусти эту ветку. И человек посмотрел опять на небо и сказал, здесь еще кто-нибудь есть? Знаете, вот эта мораль притчи такова, что у нас нет доверия к Богу. Мы иногда говорим, а подлинно вообще-то говорит Бог. Мы хотим получить то, что мы хотим. А иногда Бог не хочет дать этого нам. Бог знает все наперед. Бог хочет дать по своей воле, благой, угодной и совершенной, а не так, как мы видим, а не так, как мы хотим. Знаете, вот хороший пример я из своей жизни могу просто рассказать. Я когда пришел к Богу, мне было 38 лет. 38. Я в 46 женился. 8 лет я молился. Я пришел к Богу, я молился Богу, обращался к Богу, дай мне жену. Вот. Хочу жену, хочу семью, хочу детей. Обращался к Нему, но долгое время, в течение 8 лет, я не мог найти, ни здесь, в Якутии, не мог найти. Хотя пытался как-то. Поехал в Москву на 2 года, там учился, и там обращался к Богу. И ни там не нашел ни жену. Знаете. Но когда я приехал сюда, Бог все устроил. Знаете. И то я продолжал брыкаться, потому что я сам себе нарисовал картину, какая она должна быть. И я просил ту, которую Бог не хотел. Бог знает все наперед. Он не хотел. Ту, которую я хотел по плоти, не одну, а то одну, то другую думал. Вот. Бог приготовил для меня. Я приехал, когда я здесь, и я молился на основании этого слова. Господь, дай мне добрую жену, притча 18 глава, 22 стих. Дай мне добрую жену. Дай. Там написано, кто нашел добрую жену, тот приобрел благо в глазах моих. Я говорю, я хочу добрую жену, я не хочу жену-пилу. Я хочу добрую жену. Я молился об этом, и когда мы раз с Таней общались, и Бог говорит, вот это самое доброе я для тебя приготовил. И знаете, я сбрыкнулся, я говорю, Татьяна Николаевна, вам сколько лет? Она говорит, мне 39. Я думаю, ой, какая она старенькая, ой, она не родит мне детей, я хочу детей хочу. Она же старенькая, уже 39. Тут женщины в 30 не рожают. Знаете? И Бог мне от неба, как будто я слышу вот этот тихий голос. Олег, а тебе сколько лет? Я говорю, 45. Он говорит, ой, какой ты молодой. Какой ты молодой. 45 тебе. На 6 лет моложе жена тебе. И ты не доверяешь мне, что у вас будут дети, у вас будет все, я устрою, ты будешь... И мы как вот за это, вот эта притча, мораль этой притчи, да, мы держимся за эту, вот это. И когда он говорит, отпусти, он говорит нам через слово, сделай это, сделай то. Но мы не хотим, мы хотим по-своему. А здесь есть кто-нибудь еще, да? Кто-то мне, кто поможет. И мы сами себе рисуем эти картинки. Ну ладно, давайте мы начнем и подумаем, что значит иметь это основание. На какую почву мы могли бы стать своими крепко ногами, когда придут трудности, проблемы, мы могли бы устоять. Давайте мы скроем
и увидим сегодня, на чем мы строим. Каждый из нас мы увидим, на чем мы строим своей жизни, на камне или где-то на песке. Откроем Матвея 7 главу, Матвея 7 глава, и почитаем с 24 по 27 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что он основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение это великое. Мы видим, что здесь притча о строителях двух, который один построил на камне, мудрый строитель, да, и безумный, он говорит, безумный строитель, который построил на песке. И мы можем проследить свою, дорогие мои, мы можем проследить свою жизнь, потому что нас столько построек всяких, мы столько строений уже понастроили, знаете, на чем мы понастроили. И везде, в каждой сфере своей жизни, в отношениях со своими родными, близкими, с детьми, с женами, с мужьями, мы что-то строим, и мы думаем, что это правильно. Мы думаем, это правильно. Знаете, мы так верим в это, бизнес, учеба какая-то, куда-то мы стремимся. И мы столько построек таких, знаете, как в мультфильме одном говорит, мы строили, строили, и все это разрушилось одним движением. Знаете, вот Господь что говорит? Вот здесь же, в Матвея 7 главе, и здесь 17 по 23 стих, на наши настройки он что говорит. Вот что мы строим в своей жизни, мы можем увидеть, что какие у меня отношения с детьми, с братьями, с мужем, к церкви, с братьями, с сестрами, на работе, в коллективе, везде, везде. Вот, везде мы можем увидеть. И Матвея 7 глава, из 17 по 23 стих. Здесь написано так. Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящего плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, вот это очень, знаете, вот неприятные слова, очень неприятные. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот что мы можем строить, и мы думаем иногда, говорим иногда своим родным, близким, братьям, и думаем, мы правильные слова говорим. И начинаем вот это строить. Но Бог сказал, вы неправильно, мы иногда служим, даже служим и думаем мы, что делаем? Мы делаем служение Господу, но Бог говорит, я вас вообще, знаете, вы исцеляли и бесов изгоняли, а я вас знать-то не знаю, потому что вы мне не доверяли, вы висели на этой, и когда я вам говорил, отпусти, вы сказали, кто-нибудь еще здесь есть? Кто-нибудь еще здесь есть, кто мне поможет? Связи какая-то, власть какая-то, деньги какие-то. Упование на кого-то. Но мы должны послушать и отпустить. Бог всегда поймает, всегда поддержит. Бог всегда поведет нас в этом направлении. Аллилуйя. И давайте мы пойдем тогда к нашей Нагорной проповеди. Начнем с самого начала, с 5 главы. С
5 главы. И записывайте, дорогие, у нас будет сегодня много мест Писания, но они будут интересные очень. И знаете, Бог будет говорить в нашу жизнь. Он мне говорил на протяжении уже долгого времени, чтобы я проповедовал, и поэтому я так начал с 7 главы. Знаете, он мне говорил в течение года, например, мне некоторые сестры говорили, когда-нибудь Нагорную проповедь мы будем слушать. И как-то Бог так повел чудесным образом. И давайте мы начнем и прочитаем Матвея 5 главу с 1 по 12 стих. «И увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвержи уста свои, учил их, и говоря, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». С чего начинается, Нагорная проповедь? Молодцы, конечно, вы видите, она начинается с блаженств. О чем эти блаженства? Вы знаете, вот эти блаженства, они отвечают, вот пусть это войдет просто в вас. Они отвечают, эти блаженства, они отвечают, кто я? Часто люди задают этот вопрос, кто я? Вы задайте когда-нибудь, посмотрите в зеркало и скажите, кто я? Кто я? Да, я мужчина, да, я Куликов, да, у меня есть работа, я служу в церкви, у меня есть бизнес. Кто я? Но это не то. Понимаете, это не то. Люди, почему люди этого мира потеряны? Потому что у них нету Бога, и поэтому у них до сих пор идут споры. Откуда человечество пришло? И биологические, там еще как-то они там пытаются доказать, как человек вообще пришел. Потому что у них нет ответа, они потеряны. Почему они потеряны? Потому что у них нет Бога. Ответ мы можем найти только в Боге. И смотря вот на эту главу Матвея, эти блаженства говорят, Иисус показывает, кто я, я миротворец, я милостивый, я плачу и скорблю по этому миру. Они этого не понимают, но мы это понимаем, потому что мы дети Божьи, вы дети Божьи, и поэтому мы все понимаем это. Знаете, Иисус Христос вот здесь предлагает, ясно, четко предлагает. Посмотрите вот на свое самоопределение, на свою самоидентификацию, кто вы такие. Потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Наша идентификация и наш характер – это от Иисуса Христа, от Господа нашего. Знаете, как еще блаженный на старославянском переводится? Мне так было интересно вообще, когда я смотрел эту тему. Блазен. Блазен, на старославянском блазен. Знаете, как переводится? Умалишенный. Умалишенный. Знаете, вот, сумасшедший, не от мира сего, мы не от мира сего. Иисус сказал, я пришел в мир, но мир, знаете, мира, в нем нету вот этого мира, понимаете? Но я не от мира сего, он говорит, я пришел в мир, но я не от мира сего.
знаете. И даже русские классики воспевали, знаете, вы помните, Достоевского, может, кто-то читал, я в Бердянске, когда был в аптеке, в библиотеке, в библиотеке, брал книги и читал классику, и там читал книгу «Идиот», знаете. Почему он так называется «Идиот»? Потому что он верил в Бога. Он верил в Бога, знаете, и он не подошел по канонам к этому обществу, и они его, и книга так и называется «Идиот», они его так и назвали «Идиот», сумасшедший. Потому что если в этом мире мы будем блаженны, знаете, мы будем блаженны в этом мире. Этот мир, он не состыкуется с нами. Знаете, если говорит «блаженно кроткие», а в этом мире у них счастье в чем? Если мы блаженно кроткие, то они считают наглость, понимаете? Наглость – это локтями себе пробить, кулаками, языком своим, какими-то еще действиями, испугом, наглостью, нахрапом взять, то мы должны быть блаженно кроткими. Знаете, если мы плачущие, скорбящие по этому миру, то у них, знаете, вот о них воспевается, если мы воспеваем это, они воспевают возвышение, гордость, чтобы унизить кого-то, опустить кого-то. И вот это я, кто я, это начало нашего строения. Если мы знаем свою самоидентификацию, самоопределение, кто я в Боге, я создан по образу и подобию Божьему. Я смотрю на эту Нагорную проповедь и говорю, я кроткий, я алчущий, я жаждущий, я милостивый, чистый сердцем. Я ищу правду, даже если меня гонят, я ищу правду. Вот это начало нашего строения. Строение. Знаете, и чем дальше мы идем, чем знаете, интереснее. 10 и 11 стих написано, если вот мы такими будем, знаете, здесь написано, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Аллилуйя! Знаете, мы будем гонимы. За что мы будем гонимы? За что? За то, что мы такие плохие? Нет, за то, что мы хорошие, нас будут гнать. За то, что мы говорим правду, нас будут гнать. Знаете, я также вот нашел пример, как бы из жизни, мне Таня рассказывала, когда она пришла к Богу, она была в коллективе, там с Сахапечати работала, у них был коллектив, они собирались вместе, там какие-то вечеринки у них были, они там винцо попивали, шампанское, курили, она курила очень сильно, и они общались на всякие такие нехорошие темы. Вот. Но когда она уверовала, то она бросила пить, во-первых, потом курить бросила. Потом они, знаете, ее потихонечку, они ее просто из коллектива ее, знаете, вытеснили. Знаете, потому что она не подходит по их параметрам. Потому что им неуютно и некомфортно, когда есть такой человек, который несет свет, и который не пьет, не курит, как будто недавно она была с ними вместе. Вот. И вдруг она стала совсем другой. Бог ее поменял, знаете. Она стала блаженной, знаете. Она стала не от мира сего. И они ее просто-напросто вытолкнули из коллектива, а потом вообще перевели в другое место ее работы. Аллилуйя. Здесь 12 стих написано, он дальше еще говорит. Иисус нас успокаивает. И он говорит, он нас успокаивает. Он знает об этом. И он нас успокаивает в 12 стихе. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Аллилуйя. Знаете, вот он говорит, то, что делали с пророками, то, что делали со мной, то и приготовьтесь, то и буду делать с вами. Потому что вы совсем другой человек. Аллилуйя. И знаете, когда мы
заканчивается вот этот вопрос, мы уже поняли, кто я, и самоидентификация моя, самоопределенность моя. Я понял, что я в Боге. Без Бога я себя не могу найти. Только в Боге я такой. Потому что в Боге я могу прощать, любить. В Боге я могу быть милостивым, миротворцем, нераздражительным, скорбящим, молящим к этому миру. Только в Боге. Кто я? Я нашел, чтобы я соединился с Богом. Я взял его характер и несу его характер в этот мир. И тогда возникает второй вопрос. Потому что на этом не останавливается ни Нагорная проповедь, ни наша жизнь, ни на том, что кто я, и теперь я только живу. Так, нет. И тогда мы все призваны, мы все. Многие говорят, где мое призвание? Ко мне приходит, кто-то звонит. Где мое призвание, где мое предназначение? Мы призваны. Вот. Сразу же после этого, как мы стали блаженными, да? Как этот мир говорит, вы сумасшедшие, да? Умалишенные идиоты, да? Как вы можете так жить? После этого мое предназначение, наше призвание, твое и мое. Это связано здесь, оказывается, с миссией. Читаем вот дальше, в Нагорной проповеди. Здесь же, глава 5, 13 и 14 стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ничему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Аллилуйя! Слава Богу, знаете, что мы соль земли, что мы свет этому миру. Знаете, соль бесполезна, когда она находится в какой-то вот баночке, емкости. Соль бесполезна. Соль должна осаливать. Мы должны, божественная атака должна идти на это общество. Но божественная атака, пробуждение божественное пойдет только через нас. Только через нас мы можем осалять эту землю, этих людей, осалять в этом городе, в этой стране. Знаете, как сказал один богослов, я читал, когда я учился, я читал книгу, и где-то я прочитал, что богослов какой-то, я не помню его имени, но он сказал такую вещь, очень хорошую, она мне так сильно запала. Вот знаете, вот когда кучка навоза лежит, он говорит, вот христиане на это похожи. Когда кучка навоза лежит, она воняет и бесполезная. Но когда ее удобряют, разбрасывают по всей земле, эту кучку, она уже не пахнет, но она приносит плод. Понимаете, земля одобряется. И я бы очень не хотел, чтобы мы были этой кучкой навоза, да? Но чтобы мы одобряли, осаливали эту землю. Осаливали, понимаете, шли. Если мы будем осаливать, это божественная атака, эту землю будем, этих людей, не так, чтобы они нас осолили. Мы пошли в этот мир, и этот мир захватил нас. Нет, мы должны делать это, Бог должен делать через нас эту божественную атаку, пробуждение в этом обществе. Аллилуйя. Чтобы мы осаливали. И тогда, когда мы осаливаем эту землю, то свет освещает. Знаете, свет начинает освещать их, потому что свет приходит. Через осоление это приходит свет. Потом мы свет этому миру. Мы должны нести свет. И если мы, как эта кучка опять навоза, тогда мы находимся в церкви и друг другу этим светом светим, хвалимся какими-то откровениями, какими-то своими победами, но мы должны светить в этот мир, показывать на Иисуса Христа, показывать, вести. Аллилуйя. Так здорово, что мы понимаем теперь, кто я. Если вы не понимаете, еще раз смотрите Матвея 5 главу Нагорную проповедь с 1 стиха по 12. И тогда вы увидите, кто я. Кто я. Бог сделал мне таким. Бог спас меня, Бог нашел меня.
И мы теперь понимаем, что наша миссия, мы понимаем, мы все цари и священники, мы все царственное, мы избранные царственное священство. Он говорит, все. Он не говорит кто-то там, Куликов, Федосеенко, там, Мацула, кто-то еще там. Он не говорит об этом. Он говорит, вы царственное, вы избранный род, царственное священство, призваны, чтобы спасать этот мир. Аллилуйя. И тогда возникает вот этот третий вопрос, очень важный, на котором строится почти вся Нагорная проповедь. Вот это первое, кто я, и что моя миссия, призвание, это вот идет в 5 главе с 1 по 16 стих, а с 17 стиха и практически до самого конца, до золотого правила, можно сказать, или до самого конца идет то мое предназначение, то мое, на чем все это строится. Нам нужно понять, третье, на чем все это строится. Возникает этот вопрос. Когда я стою, то когда на меня надавят эти трудности, когда эти воды потекут, когда этот дождь, град этот, то как бы эта почва не саталась под моими ногами, то я не провалюсь никогда. Потому что это все строится, знаете на чем? Потому что это все строится на Слове Божьем, на Его заповедях, на Его законе. И мы сейчас посмотрим. Матвея, вот 5 глава, и здесь начинается, вот, как я вам сказал, с 17 главы, начинается, на чем мы все это строим. И Он говорит здесь, Иисус, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Аллилуйя. Знаете, и эта фраза повторяется, знаете, еще где? В золотом правиле. Вы помните, да? Матвея 7 глава, 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом, что? Закон и пророки». Опять повторяется здесь. В этом закон и пророки. Интересно очень, как Иисус понимал закон. Знаете, очень интересно. Знаете, потому что мы же живем под благодатью, потому что Иисус, Он понимал закон не как разрешающее или что-то запрещающее. Мы же закон так понимаем, что-то разрешающее, что-то... А Иисус, Он не так понимал, знаете. Потому что его толкование закона начинается со следующих утверждений. Вот если мы смотрим внимательно, да, очень, он говорит везде, вот в 5 в этой главе, да, и он говорит, вы слышали? Он говорит, вы слышали, да, что написано там? И он говорит, Ветхий Завет цитирует, но я говорю. Какая разница огромная, да? Вот смотри, мы читаем Матвея 5 глава, 21 стих, давайте. Здесь написано так. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающий на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, он 6 раз повторяет в этой 5 главе, вы слышали, а я говорю. Видите, говорит, а я говорю. Он делает ударение, а я говорю, вы слышали? И он говорит, я не отменял закон, но он так мудро это переходит. И эта благодать, она настолько сильна, что мы можем исполнить через его, понимаете, через его мудрость, через его силу, через его помазание, мы можем исполнить это. Аллилуйя. Знаете, есть такое есть высказывание. Сейчас я что-то здесь забыл, куда я пошел-то. Есть. Ага. И вот, знаете, вот здесь вот 5 глава. 5 глава, 27 и 28 стих. Здесь он говорит, вы слышали, он опять обращается, вы слышали,
Что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце свое. Аллилуйя. Знаете, действие закона когда должно начинаться? Когда оно должно начинаться? Оно, действие закона, должно начинаться вот здесь в разуме. Вот. Когда у нас появляется эта мысль, мы ее можем сразу же и уничтожить. Иисус нам принес эту благодать. Но вы видите, благодать намного выше закона. Но мы можем исполнить. Это все силой Его. Знаете, мы не законники, мы можем Его силой, Его благодатью все это одолеть. И перед тем, как мы перейдем в 6 главу, потому что 6 глава, она говорит о нашей духовной, знаете, практике, духовной практике. И мы там пройдем тоже, посмотрим об этом. Но прежде я хотел бы сказать Матвея 5 главу и 48 стих здесь немного разобрать. От Матфея 5 глава, 48 стих. И он говорит здесь: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Аллилуйя. Ой, знаете, я вот, ну, честно говорю, я это место Писания много раз читал, но вообще не понимал, как быть совершенным вообще? Возможно ли быть совершенным? Он говорит, будьте совершенны, как Отец вас совершенный. Знаете, но когда ты учишься, когда ты больше заглядываешь, читаешь, что-то понимаешь где-то, и тогда есть понимание того, что значит совершенство. Совершенство – это вот следующее. Это вот не отсутствие плохих вещей. Я думал, совершенство – это отсутствие плохих вещей. Нет, это не отсутствие плохих вещей, которые у нас этого хватает. Но это, знаете, это наличие многих-многих хороших вещей, которые есть. Вот это и есть совершенство. Мы когда пришли к Богу, мы потихонечку избавляемся от этого, но больше у нас хороших дел появляется. Вот. И совершенство это также, когда наша мысль, наши слова и наши действия, они гармонируют друг с другом, они соединены, понимаете? Наши мысли, слова и действия, они гармонируют и, друг с другом, взаимодействуют друг с другом. Вот. А противоположность совершенству – это двоедушие. Знаете, такой, слышали, да? Когда я говорю одно, думал о другом, говорю одно, или я, вот, действия мои не сходятся со словами моими, или мои слова с действиями не сходятся. Вот это есть двоедушие. Но совершенство – это как раз то, что мои мысли должны взаимодействовать с моими словами, соединяться в гармонии с моими словами, с моими действиями. И тогда я становлюсь совершенным человеком. И потому что же многие люди, они уважают, когда они говорят, очень уважаем этого человека, потому что его слова не сходятся с делами, да? Вот. Про мысли мы не будем говорить, про мысли мы говорим больше, христиане. Вот. Совершенный человек – это цельный человек, цельный. Он что думает, то говорит. Вот. Он, если говорит, он это и делает. Знаете. И такого человека, как я вам еще раз говорил, его многие уважают. Знаете, как у нас есть у мужчин высказывание: мужик сказал, мужик сделал, да? И дальше тогда мы переходим на практическое, вот это о том, что я говорил. 6 глава, это дальше говорит, что наша цельность, она должна продолжаться и в практике человеке, но и в практике. И здесь в 6 главе с 1 по 4 стих почитаем, здесь о милостине говорится. «Смотрите, не творите милостиню вашей перед лицом, перед людьми с теми, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостиню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах
не на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостину, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостина твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аллилуйя! Знаете, сейчас вот, потому что Бог и говорил, ни одна плоть не оправдается добрыми делами, ни одна. Знаете, сколько людей делают добрых дел сейчас, и люди говорят, ой, какие они меценаты, как помогают, там Алла Пугачев, там еще кто-то. Они так много делают, но, знаете, они выходят на телевидение, говорят об этом, рекламируют об этом. А слава кому? Человеку. Слава человеку, знаете. И мы всегда говорим такие, ой, хорошие люди. Но если они славят Бога, слава Богу, если они отдают. Но большая часть этих людей, они даже и не славят Бога. Они даже не говорят, кто-то говорит. Слава Богу, кто-то говорит об этом, знаете. И Иисус Христос говорит, это искушение, когда вы трубите, рекламируете, рассказываете. Это искушение, Он говорит. Искушение в чем? Что люди начинают хвалить этого человека и всю славу Божью отдают этому человеку, который они должны воздать Господу. Искушение в этом. Но нам надо быть таковыми перед Богом, благодарить Бога и делать это, практиковать это. Делать нам нужно больше, как христианам, больше это делать. Нам нужно, конечно, свидетельствовать, нам нужно прославлять. Мы не должны в одну канаве теперь сидеть и только все тайно делать. Нет, мы должны, но в этом должен прославляться Бог. Всегда Бог, всегда Бог, всегда Бог. И тогда Он может, сам знает, поделиться ли этой славой с тобой или нет. Это все в Его руках. Если нет, то нет. Если тебе не сказали спасибо, ничего страшного. Если тебя не похвалили, если тебе не дали премию, грамоту эту, то слава Богу, прославлять Бога, говорить Богу. Знаете, и здесь дальше, когда мы читаем в этой же главе, и здесь написано, мы не будем так долго говорить, может коротко там. И когда молишься, не будь, охота много говорить, но давайте мы коротко. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аллилуйя. Знаете, понимать в молитве, очень понимать в молитве, что мы зависимы от Него. Даже пусть это будет молитва без красноречия, пусть в этом не будет многословия, как это вот есть у язычников, там даже пишется, да? Вот. Пусть будет короткой, искренней, но мы будем доверять Богу этой молитвой. Аллилуйя. Будем тайно, я знаю, у нас и много христиан, которые это делают, слава Богу. Есть у нас христиане в нашей церкви, которые тайно молятся за церковь, за пасторов, за лидеров. Молятся, делают это тайно и никому не трубят, никому не говорят об этом. Дальше еще веселее. Знаете, читаем здесь про пост. Практика такая. Матвея 5 глава, 16-17 стих. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоего. Аллилуйя! Чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и видящий тайное воздаст тебе явно. Аллилуйя! Аллилуйя! Смотрите, как здорово здесь сказано, да? Я тоже как бы раньше не понимал этого. Помажь голову Илея. Знаете, помажь. Они, знаете, евреи, когда праздновали,
они когда праздновали, они все время мазали свою голову елеем. У евреев такой. Все время, когда они праздновали. И вот когда мы постимся, как праздновать-то? Надо лицо свое показать, исхудавшее там, и как это так рассказать, что я там неделю был в посте, там 3. Знаете. Это праздник. Поститься это праздник. Понимаете, голову елеем, он говорит, не зря Иисус, зная все это, он говорит, помажьте голову елеем, умойтесь, радуйтесь, будьте красивыми, сделайте, сестры, раскрас этот свой красивый. Давайте праздновать, да? Но чем дальше мы идем, тем веселее еще, знаете, читаем в 6 главе 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды». Аллилуйя. Не заботьтесь ни о чем он говорит. Не заботьтесь. Как в этом бушующем мире, в этих сложных ситуациях не заботиться? Вообще мне в голове не входит в мою голову. Как? Знаете, не заботиться. И знаете, в одной стране сделали опрос. Я не помню в какой стране, но в одной сделали опрос. Вы знаете, что и опросили очень много людей, очень, в действительности, в этой стране. Что оказывается 30% нашего времени мы заботимся о том, что никогда не происходит. Никогда этого не происходит, но мы заботимся об этом 30%. 30% мы заботимся то, что уже произошло в нашей жизни, и мы ничего не можем уже сделать, оно уже произошло, но мы заботимся, мы стараемся, эту помойку вытаскиваем, что-то стараемся разобраться с этим. Не надо, надо это стереть, забыть об этом, о старой прошлой жизни. Кто, как, где, кого там обокрал, кто-то там что-то сделал там, еще. Забыть это, стереть это. Знаете, 22% уходит на то, что мы заботимся о том, что о нас думают люди. Зачем нам об этом заботиться? Что о нас думают люди? О нас прежде всего что думает Бог. Бог. И 12% только эти заботы оправданы. Вот. И Иисус, Он трижды здесь говорит, не заботьтесь. Не заботьтесь, не тратьте свою жизнь на свою жизнь. Нам нужно позаботиться, как, помните, я вам когда-то проповедовал, позаботиться, да? Позаботиться. Если мы дом построили, нам нужно не заботиться, а позаботиться, чтобы нам купить шланг, песок, топор, огнетушитель. Позаботиться просто, и пусть она висит, все. И не думать об этом, а то понастроят там коттеджей много, и ой, у нас как бы не сгорело, ой, у нас как, вот ты слышал, там горело, здесь сгорело. Да зачем? И всю жизнь в этом доме жить, и заботиться все время об этом, все время думать, когда твой дом сгорит. Вот. Нам нужно позаботиться, и все. Если на улице идет дождик, позаботьтесь взять с собой зонтик. Понимаете, да? Позаботьтесь взять с собой зонтик, одеться в нужную одежду. Аллилуйя! И знаете, вот здесь, в этой главе, Нагорная проповедь заканчивается потрясающим выводом. Очень. Вот здесь, в этой 6 главе. 6 глава и 33 стих. Здесь написано: «Ищите прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Но мы говорим, Царство Божье мы уже нашли, теперь нужно позаботиться, чтобы что-то прилепилось. Вот недавно с человеком разговаривал, он так и говорит, мне нужно заботиться, чтобы что-то прилепилось. Там написано, прежде Царство Божье, дорогой, ищи. Царство Божье ищи, и тогда остальное. Я Царство Божие уже нашел. Но если бы ты нашел, уже бы прилепилось.
Вот. Слава Богу! Слава Богу! Знаете, давайте мы тогда будем подводить итог. Если наше основание камень, а не песок, если мы знаем, кто мы есть, если не знаете, то посмотрите эту Нагорную проповедь, послушайте еще раз эту проповедь внимательно. Он предлагает нам самоидентификацию, самоопределенность, смотреть 5 главу. Задуматься, основанием моим, в чем является начало моей жизни. Это самоидентификация, что я соединяюсь с Богом, с Духом Божьим, потому что я создан по образу и подобию Божьему. Что касается нашего призвания, мы все призваны на миссию быть солью и светом для этого мира. Осолять этот мир, не сидеть в кучке в этой, но осолять этот мир, идти, проповедовать, прежде всего родным, своим близким, нести это, осолять этим светом. Аллилуйя. Знаете, есть такое высказывание, очень, знаете, очень, оно очень оскорбительное, оно смертельно опасно для христиан. Послушайте внимательно. Когда люди этого мира скажут вам: вы как все. Это настолько унизительно и смертельно для нас, христиан. Мы не как все. Мы шедевры. Мы личности. Понимаете? Мы знаем каждый, кто я. Мы каждый знаем свою миссию. Мы знаем, на чем мы строим. Не позвольте, чтобы вы стали как все. Как все. Не позвольте. Мы шедевры. И на чем наша жизнь, она строится? На чем? На основании каком? Вот его золотое правило, знаете, золотое правило, Матвея 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Аллилуйя! Вам хочется, чтобы вам улыбались люди? Вам хочется, чтобы вас обнимали люди? Вам хочется, чтобы вам дарили хорошие подарки? Вам хочется, чтобы о вас говорили добрые слова? Так и вы поступайте. Самое лучшее, если дарите, делайте самые лучшие подарки. Если обнимаетесь, обнимайте. Улыбайтесь. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующими, апостол Павел сказал. Апостол Павел мудрейший был человек, он знал об этом. Аллилуйя. И тогда здесь Матвея вот написано, 7 глава, 1 и 2 стих. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою меряете, такое и вам будут мерить». Аллилуйя! Не судить никого. Никого не судите. Знаете, никого. Это опасная грань. Нам иногда нужно что-то обсуждать, чтобы помочь человеку. Но это чтобы не перешло в осуждение. Знаете, если обсуждаешь, то это чтобы помочь человеку. Молиться за него, помочь этому человеку в чем-то, выбраться из этой ямы. Аллилуйя. Слава Богу! Слава Богу! Мудрый строит на камне. И заканчивая это, мы закончим опять Матвея 7 главой и 24 по 27 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение это великое». Аллилуйя! Мудрый строит на камне, потому что он слышит Слово Божье
и исполняет. Не просто слышит, но он слышит и исполняет. Потому что здесь написано, что неразумный, да, который безрассудный, тоже слушает, оказывается, но он не исполняет. Он тоже слушает. И мы часто, давайте ловить себя на мысли, мы не просто должны слушать слово «да» и «аминь», и радоваться этому «да» и «аминь», просто сказать на одних эмоциях, пойти и опять же делать то, что Бог не хочет. Опять искать, кто-то еще здесь есть. У нас только один Бог, которому мы должны доверять, которого мы должны полностью следовать за ним. Потому что дьявол придет и скажет обязательно, а подлинно ли сказал Бог, а подлинно ли он это говорит. Ранами Иисуса Христа ты исцелен. Много раз сатана приходит и говорит мне, а подлинно ли? Я говорю, подлинно, ранами Иисуса Христа я исцелен. Ты послал свое слово, и это слово исцеляет. Мне нужно жить, и жить, и жить, и жить, и жить. Знаете, безумный человек, это который совершает ошибку раз за разом, одну ошибку, и надеется на другой результат. Он никогда не получит другой результат, если он не будет исполнять, делать что-то, действовать в этом. Аллилуйя. Давайте мы помолимся, хорошо, дорогие? И будем заканчивать, и у нас еще будет продолжение. Оставайтесь еще. Аллилуйя. Давайте будем молиться. Аллилуйя. Милостивый, любящий Отец, мы благодарны за это чудесное воскресное время, которое Ты даришь нам каждый раз, каждое воскресенье, каждый день. Господь, когда мы ищем, у нас может быть каждый день воскресенье, каждый день субботник. Господь, Ты даришь нам Твое присутствие, оно здесь, Господь, во имя Иисуса. Оно в домах этих людей, Господь, оно в их сердцах. Потому что Ты даровал нам вечную жизнь. Как нам можно не радоваться, Господь? Даешь желание идти в дом Господень во имя, чтобы слышать то, что Ты хочешь сказать в нашу жизнь, чтобы мы строили на камне, чтобы учиться у Тебя в этой жизни. Господь, во имя Иисуса, просим Тебя менять наши сердца, Господь, прикасаться к ним, Господь, менять наше мышление, Господь. Господь, во имя Иисуса, аллилуйя, Господь, чтобы мы научились свою волю подгонять под Твою волю, а не под свою волю, Твою волю, Господь, чтобы мы не искали где-то спасения в другом месте, Господь. Мы знаем, мы в Твоей воле благой, угодной и совершенной. Аллилуйя. Научи нас доверять Тебе, Господь, доверять Тебе до конца, подчиняться Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. Определять, кто я, свою миссию, на чем я строю, чтобы к Тебе бежать. Господь, определять по Тебе, только по Тебе, Господи. Господь, дай нам понимание, что Ты основание всей нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Просим Тебя, Господи, формируй нас, делай нас совершенными, похожими на Тебя. Господь, благодарим и славим Тебя, великий Бог. Аллилуйя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Все сказали аминь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Дорогие мои, я очень рад. Так чудесно быть с вами. Когда мы вместе, мы сила. Знаете, Бог, Он прямо сейчас прикасается к больным местам. Вы можете прямо сейчас возложить руки на больные свои места. Дух Святой могущественно сейчас двигается и прикасается к вашим больным местам. Это тепло прямо идет с того места. Это идет сила Божья с небес.
Потому что когда Он посылает свое слово, это слово обратно не возвращается. Она как снег и дождь напояет Господь. Она напояет ваше тело, Господь, ваши кости, ваши суставы, ваши кровеносные системы, клеточки, Господь. Наполняет Господь силой Духа Святого прямо сейчас во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аллилуйя. Благодарим и славим Тебя за полное исцеление прямо сейчас, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе за то, что Ты излил свою силу и благодать. Аллилуйя. И, дорогие, тогда мы переходим к нашему важному служению, главному служению, да, пожертвования. И мы откроем также из Нагорной проповеди Матвея 6 глава и прочитаем 19 по 21 стих. 19 по 21 и потом еще один стих почитаем. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И 33 стих здесь. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится нам». Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте, вот если мы даем и жертвуем, это показывает, что мы полностью доверяем свою жизнь Господу. Мы полностью доверяем свою жизнь Господу. Мы почитаем Его. Знаете, мы очень благословлены женой своей семье, когда мы даем, когда мы жертвуем. Делаем это или трайно, или мы там где-то даем, и, извини нас, Господи, где-то трубим там что-то. Но тайно тоже мы учимся давать это, не говоря никому об этом. Никому, кроме Господа. Учимся, мы все учимся. Мы благословлены, когда даем. Для Бога самое главное не сколько мы даем, а как мы даем. Богу важно сердце. Сердце. Знаете, финансовые пожертвования, они дают картину, божественную картину нашей жизни, преданной Господу. Эта картина, она рисуется, потому что художник только один, Он творец, художник, строитель, Бог наш. Очень важно, как мы даем. Это настолько важно. Давать доверие, свободе и получить свободу от Бога. Не быть под гнетом. А куда мои денежки пошли? А где они? Позвонить еще надо кассиру и спросить, куда денежки мои пошли. Свободе давать. И мы будем свободны от Господа. Аллилуйя. Я вас благословляю, дорогие, в этом даянии. Мы давайте будем слышать Бога, то, что Бог, и будете перечислять. Сейчас будет номер карты, куда вы можете перечислять телефон. И мы еще прославим Бога. Хорошо? Давайте, благословляю вас в этом, дорогие мои. Аллилуйя. Дорогая церковь, давайте еще прославим нашего Господа. Чистым сердцем я возношу Тебе хвалу. Для меня, Господь, Ты явил себя, и волю мне явил свою. Я никогда не забуду о милости Твоей. Буду помнить, что любовь Твоя со мной очень близко всегда. Благодать каждый день живу с Тобой, всегда Ты будешь рядом.
милости Твоей. Буду помнить, что любовь Твоя со мной очень близко всегда. Благодати каждый день живу с Тобой, всегда Ты будешь рядом. Буду помнить, что любовь Твоя со мной очень близко всегда. Благодати каждый день живу с Тобой, всегда Ты будешь рядом. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Сейчас мы включим все микрофоны и можно еще будет пообщаться всем, кто в Инстаграме. Пока, до новых встреч. Приходите в следующее воскресенье.